Этой девятиэтажки известия о замене в их доме лифта встретили с восторгом. Но радость длилась недолго, запуск обновленных подъемников сильно затянулся, хотя по срокам они должны были заработать еще в середине ноября. На данный момент, сегодня на 6 декабря, работы по вводу в эксплуатации 5 подъездов лифтов не выполнены. Значит, не привезен пакет документов для ввода в эксплуатацию, не привезены экспертизы в соответствии замен нового оборудования. Между тем, жильцам приходилось карабкаться до верхних этажей по лестнице, на минуточку, с маленькими детьми, колясками и санками. Но хуже всего приходилось пенсионерам и инвалидам. 8 этаж, ребенок год и 10 месяцев. Садик, а бабушка 70 лет пешком с детем туда-сюда. Нам очень тяжело подниматься на 8 этаж. У меня сейчас заболел ребенок. 3 раза я вызывала скорую за ночь с 3 часов ночи. Приезжали фельдшера, врачи. На следующий день пришла врач. Ну, надо совесть иметь, конечно. Люди с чемоданами поднимаются, а лифт не работает 2 месяца уже. Вот 3-й месяц пошел. 14 декабря из Сыктывкара приехала спецкомиссия по приемке лифтов. Правда, по какой-то причине ее членам не понравилось присутствие съемочной группы. Девушка, или вы убираете камеру, или вы не будете ничего принимать, и ничего. А в чем проблема, простите? Девушка, или выключаете камеру. Лифты запустили, но только на время приемки. А затем подъемники снова встали замертво. Люди пытались выяснить, когда же все-таки заработают. Звонили в региональный фонд капремонта, который как раз является заказчиком работ. Но четкого ответа не услышали. Не смог на этот вопрос ответить и мэр города в эфире нашего канала. С вами, если фонд взаимодействует, то они отвечают вам, когда все-таки заработают лифты? Но прямые договорные отношения – это у фонда и у того подрядчика, который непосредственно выполняет эти работы, который выиграл по аукциону. То есть сегодня вот юридических отношений между муниципалитетом и этим подрядчиком у нас нет. Фонд капитального ремонта ответил нашему телеканалу только после официального запроса, весьма емко и немного обещающе, мол, виноваты не они. Задержка с запуском лифта произошла по причине несвоевременного выполнения подрядной организацией обязательств по договору. Согласно договору подряда, подрядчик за просрочку сроков по договору уплачивает штрафные санкции. Этот ответ пришел аккурат перед Новым годом. К тому времени лифты в Усинском доме уже запустили. Правда, как известно, 2 из них уже вышли из строя. Этот вопрос уже к качеству работ. Впрочем, это не единственный случай, когда по программе капитального ремонта наталкиваются на нерадивых подрядчиков. Аналогичный случай приводил в пример на ноябрьском заседании правительства глава Коми. Сергей Гапликов напомнил тогда о ситуации с многоквартирным домом в Печоре, где в 2013 и 2015 годах проведен ремонт кровли, дважды за счет собственников. Но работы были выполнены некачественно, крыша протекает по сей день. Многочисленные обращения в администрацию муниципалитета, жилищную инспекцию и надзорные органы результатов не дали. 3-е решение суда уже прокуратура выступила в защиту пенсионеров, бабушки вот эти вот. И вообще ничего не сделала. Это многоквартирный, многострадальный дом. Почему многострадальный? Потому что капитальный ремонт в этом доме проводился неоднократно. И, как выясняется, работы, которые должны были быть сделаны в первый раз, в том числе и с участием средств муниципалитета, выполнены не были. Деньги, насколько я понимаю, были разворованы, акты фиктивные. И после того, как жители, плюнув уже, извините за такое выражение, на отсутствие реакции со стороны муниципальных органов, сами в очередной раз вложили средства, управляющая компания опять им подсунула кота в мешке. У нас есть представитель здесь Печоры? Я не знаю, когда вы приступите к работе, у меня вот вопрос уже риторический даже. Значит, я дал соответствующее поручение Минстрою. Значит, разберитесь вместе с соответствующей службой и примите необходимые решения, в том числе и доложите мне о персональных выводах, которые я должен как руководитель сделать. Это при том, что сегодня у людей доверие к программе и так скорее с авансом. Тот же Усинск, например, по сравнению с другими муниципалитетами по собираемости платы за капремонт находится, увы, на предпоследнем месте. Елена Кононова, Анна Скальская, Алексей Серов, телеканал Юрган, Усинск.